Эфир нашего телеканала продолжит программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В 2020 году органами прокуратуры республики пресечены нарушения прав граждан на оплату труда на сумму свыше 900 миллионов рублей. Защищены права более 28 тысяч граждан. С начала года в целях устранения таких нарушений принято более 1000 мер реагирования. Сумма погашенной задолженности составила уже около 40 миллионов рублей. Вместе с тем ситуация по-прежнему остается напряженной. Общий размер долга по заработной плате в республике составляет более 50 миллионов рублей, в связи с чем вопросы профилактики таких нарушений остаются актуальными. В какой срок должна выплачиваться заработная плата? Какую ответственность несет работодатель за ее задержку? Защищены ли граждане, работающие по гражданско-правовым договорам? Об этом сегодня интервью с прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета России по республике, прокуратуры республики Тимиром Пенигиным. Тимир Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие права есть у граждан в сфере оплаты труда? Добрый день. В первую очередь хотелось бы отметить, что вопросы соблюдения трудовых прав, в том числе на оплату, своевременную оплату заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом, находятся на постоянном контроле прокуратуры республики. Трудовые права граждан, в первую очередь, регламентированы Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации. Ответственность за задержку по выплате заработной платы, либо ее частичную и полную невыплату, предусмотрена законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом административных правонарушений и Уголовным кодексом Российской Федерации. Так, согласно 236 статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации, за каждый день задержки по заработной плате, а именно ее невыплате, работодатель обязан выплачивать компенсацию работникам. В случае, если работодателям не выплачивается заработная плата более чем на 15 дней, то работник вправе приостановить свою трудовую деятельность. При этом необходимо письменно уведомить работодателя об этом. Лучше, конечно, сделать это следующим образом. Сделать уведомление в 2 экземплярах. Одну оставить у работодателя, вторую со штампом о принятии либо подписи работодателя сохранить у себя в качестве документального подтверждения данного факта, либо же в крайнем случае направить почтовым отправлением с уведомлением и указанием содержимого. Также необходимо отметить, что согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации, если после 15 дней, о которых я ранее говорил, работодатель не выплачивает, то у последнего имеется обязанность по выплате также заработной платы, которая исчисляется как при командировках. Даже вот такая формулировка. Скажите, если работник считает, что его трудовые права нарушены, то куда следует обращаться и какую ответственность несет работодатель? В первую очередь, конечно же, необходимо обращаться в трудовую инспекцию, поскольку по компетенции относится именно данный вопрос к трудовой инспекции. При этом следует отметить, что при подаче заявления в трудовую инспекцию органы Роструда будут проверять на предмет нарушения не только в отношении заявителя, но и в отношении других работников предприятия, если таковые имеются, с целью выявить невыплату, либо полную, частичную по другим работникам. Также я считаю необходимым отметить следующий факт. Зачастую бывает, что работники боятся подавать заявления в органы Роструда, потому что боятся испортить отношения с работодателем, что приведет к их, по их мнению, к увольнению. Это в корне неправильно. Согласно действующему законодательству, если в заявлении работник указывает просьбу сохранить конфиденциальность своей личности, то органы Роструда обязаны ее соблюдать. К тому же, как я ранее говорил, проверяется на предмет нарушения не только в отношении конкретного работника, который подал заявление, а в отношении всех сотрудников предприятия, организации, в которой работает заявитель. Такой же подход и у органов прокуратуры, поэтому не стоит опасаться подачи заявлений. Если имеется нарушение, необходимо обращаться с соответствующим заявлением. Также хочу разъяснить, что за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность. По административной ответственности вкратце немного расскажу. Она предусмотрена частью 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В случаях, когда частично не выплачивается, либо имеется задержка по заработной плате и выявленное нарушение, то работодатель привлекается к административной ответственности, организация, по санкции, которой предусмотрен штраф. По части 6 статьи 5.27 Кодекса административных нарушений штраф может быть наложен в размере до 20 тысяч на должностных лиц, до 5 тысяч на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц вплоть до 20 тысяч рублей. В случае повторного совершения административного правонарушения по данной статье ответственность уже будет по части 7 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений. Соответственно, наказание может быть назначено более строгое, размер штрафа выше, поэтому целью недопущения повторных правонарушений. Также следует отметить, что невыплата заработной платы может влечь и уголовную ответственность. Уголовная ответственность наступает по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот эта уголовная ответственность, она может в каком виде быть наложена? Это лишение свободы? На какой срок? Необходимо отметить, во-первых, что уголовная ответственность наступает именно за совершение преступлений. В этом отличие от административной ответственности. Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность наступает только за виновно общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. Как я ранее говорил, ответственность наступает по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следующее. По части 1 данной статьи наступает ответственность за частичную невыплату свыше 3 месяцев заработной платы. По части 2 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность наступает за невыплату заработной платы полную свыше 2 месяцев. Под частичной невыплатой заработной платы следует понимать невыплату заработной платы менее половины подлежащей выплаты суммы. При этом подлежат уголовной ответственности физические лица, это руководители организаций, те же индивидуальные предприниматели, которые имеют реальную возможность по оплате, но не выплачивают заработную плату, либо иные выплаты предусмотренные законом, это стипендии. Также следует отметить, что если, к примеру, отсутствует возможность у работодателя по выплате заработной платы, но данное отсутствие возможности повлекло именно действие данного лица, то есть тоже преднамеренное банкротство, то лицо будет все равно подлежать уголовной ответственности. Согласно части 2 статьи 151 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, по данным преступлениям предварительное расследование ведется непосредственно следователями Следственного комитета Российской Федерации. За 4 месяца 2021 года в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия поступило 9 сообщений по данным преступлениям. При этом возбуждено 6 уголовных дел, из них 4 уголовных дела возбуждены в результате направления постановлений прокурором в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в результате общенадзорных проверок непосредственно прокурорами. Расскажите, пожалуйста, а что означает корыстная или личная заинтересованность вот в рамках нашего разговора? Под корыстной или иной личной заинтересованностью следует понимать в первую очередь стремление работодателя получить материальную выгоду в виде наживы или избавления от затрат, которое подразумевает собой субъективную сторону преступления. Как известно, состав преступления образует субъективная сторона, объективная, объект и субъект преступления. То есть это непосредственно образующие состав преступления. Кроме того, судебная практика относит к корыстной или иной личной заинтересованности действия, которые направлены на увеличение прибыли организации, а также, считаю, необходимо отметить и разъяснить гражданам, что
Под иной личной заинтересованностью действующим законодательством предусмотрено в том числе и карьеристские побуждения, желания, вызванные желанием и стремлением приукрасить свою деятельность перед учредителями организации и руководителями, тем самым, которые повлекли невыплату заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом. Какой-то пример можно привести из практики? Да, конечно. Характерным примером, который охарактеризовал бы выше мной сказанное, можно привести приговор от 27 июля 2020 года. В прошлом году был приговор, он был в Краснодарском крае, но он достаточно яркий, поэтому я его приведу. Исполняющий обязанности руководителя ДОСАВ местного отделения, то есть района, желая приукрасить свою деятельность, то есть показать себя успешным руководителем, он исполнял обязанности о том, что он полностью исполнял свои возложенные на него обязанности перед руководителями. Вместо того, чтобы выплачивать заработную плату работникам данного предприятия, перечислял положенные им платежи, поскольку на него были возложены организационно-распределительные и хозяйственно-оперативные функции по выплате заработной платы, он переводил в счет кредитных организаций. И в результате его действий образовалась задолженность по невыплате заработной платы в течение более чем 2 месяца на сумму 125 тысяч рублей. Судом данный гражданин был осужден, ему был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Более того, следует отметить, что судом также могло быть наложено наказание в виде лишения права занимать определенную должность, ту же самую должность, которую он занимал, могли лишить его на 3 года, но суд счел достаточным назначение штрафа в размере 150 тысяч рублей. Ну и в завершении беседы вот такой вопрос. Как быть тем, у кого трудовой договор не заключен, но появляется некий конфликт с работодателем по невыплате заработной платы? Хотелось бы сказать следующее. Имеется разделение, это трудовые отношения, оформленные соответствующим образом трудовым договором, и гражданско-правовые. Их отличие заключается в следующем. То есть по трудовым отношениям работник работает в целях, в интересах работодателя, у него имеется фиксированный график. Соответственно, трудовые обязанности, предусмотренные законом и трудовым договором. Между тем, зачастую работодатели избегают этого, оформляют ненадлежащим образом, либо вообще не оформляют. Это в корне неправильно и недопустимо. В данном случае работникам необходимо в первую очередь обращаться в трудовую инспекцию, как я ранее говорил, и для признания отношений, если трудовые отношения, с исковым заявлением в суд. Если производится невыплата по таким отношениям, то есть имеются трудовые отношения и более 3 месяцев частично не выплачивается, либо полностью не выплачивается заработная плата, то это образует также и состав преступления. Поэтому с заявлением можно обращаться в Следственный комитет при наличии состава преступления, но желательно также и обращаться с исковым заявлением в суд для признания трудовых отношений судом, поскольку при признании таких отношений судом полностью возникают все права и обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, это и больничные, и командировки, и иные права и обязанности. Тимир Павлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Большое вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Мы беседовали с прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета России по республике, прокуратуры республики Тимиром Пенигиным. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Берегите себя и свое здоровье. До встречи в эфире.